С 2012 года в ней в одну школу объединилось две разные школы. Это бывшая школа для детей слабослышащих и бывшая школа для детей слабовидящих. Теперь с 2012 года мы учимся все вместе под одной крышей и живем и обучаемся, так сказать, вместе. Дети у нас пребывают здесь круглогодично. 222 ребенка у нас обучаются, 106 с проблемами слуха и 109 с проблемами зрения. Также у нас есть обучающиеся, которые учатся на дому, и при школе у нас есть дошкольная группа, куда дети ходят после кохлеарной имплантации. В этом году на уровне Российской Федерации мы получили медаль, так скажем, за лучшее специальное коррекционно-образовательное учреждение 2015 года. По работе курсы повышения квалификации учился в Москве, и там нас обучали играм, которые играют именно слабовидящие и незрячие люди. И в этих играх, в этих курсах нам рассказали про эту игру, и я подумал, может, да, попробовать перевести. Я сначала еще подумывал то, что самим можно сделать, оказывается, в Москве увидел. Потом здесь директору показал, нашей Марии Гавриловне, нашему директору, и она согласилась поддержать эту инициативу. Эта игра называется «Шоудаун», настольная игра для людей с ограниченными возможностями именно по зрению. Так, эта игра включает в себя игру аэрохоккей и настольный теннис, похожие, да. И эту игру придумали канадцы в 60-е годы, и уже в 80-е годы вот так вот шведы ее распространили очень хорошо, как бы по истории, если так. Эта игра играется вслух, так, на глаза, повязки светонепроницаемые, чтобы уравнять детей зрячими и незрячими. Игра очень популярна в европейских и американских странах. Да, в России у нас только набирает популярность. С 2000-х годов только начали играть в Якутске. Эта игра в Дальнем Востоке, по-моему, даже единственная будет, наверное. В Якутске вот эта игра будет у нас единственная игра и в республике, и в Дальнем Востоке. Так как я во время учебы я не слышал то, что в Дальнем Востоке такая игра есть. Эта игра развивающая, я считаю, да, она развивает ловкость, слух и развивающая, скорее всего, получится. Да, всесторонне развивается. Ну, эту игру нам подарили спонсоры. Ну вот, она с перевозками, и она сама, этот стол очень дорого стоит. И школа не может свои позволить себе такие, да. И нам помогли вот наши спонсоры, компания «Мегафон». Они нам организовали перевозку и привезли. И очень благодарны компании «Мегафон». Этот проект называется «Спорт без барьеров». Он проводится во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В каждом регионе она реализуется по-разному. Вот в нашей республике мы решили закупить стол теннисный «Шоудаун», так как это по просьбе специальной коррекционной школы. Мы с директором, с Марией Гавриловной переговаривали, и она сказала, что детям было бы очень интересно заняться вот таким видом спорта, новым для них, да, интересным. Поэтому, где-то реализация проекта у нас заняла где-то полгода, потому что мы этот проект благотворительный защищали еще у нас в Москве. Очень рада, что мы его реализовали совместными усилиями, что дети сейчас радуются, дети сейчас будут заниматься спортом и узнают для себя много нового. Недели назад это поставили «Шоудаун». Мы играли сегодня очень долго. Игра мне понравилась, азартная очень. Я очень рад, что такую игру принесли в школу. И у меня большие успехи оттуда.
В дальнейшем буду играть еще больше.